Смотрите сегодня наше интервью только на ЕСЕ. Эй! Еще раз привет, ребята. Привет. Так, первый вопрос у меня такой. Полгода назад вы так резко и почти секретно уехали в Москву. Как вообще вы держали все это в секрете? Вообще это было довольно несложно на самом деле, просто мы, каждый из нас и основная страница прекратили свою деятельность в Инстаграме, и таким образом, вообще вся информация никакая не просачивалась. Да, знали только близкие, друзья, родственники. Вот. Это было несложно. Да, вообще для себя мы решили, что так прям сразу заявлять об этом мы не хотим. Именно вот когда все будет, все точно уточнится. И вот тогда мы только хотели всем объявить, что вот мы переехали в Москву, здесь живем, работаем и так далее. Опишите один день вашей жизни в Москве. Первым делом с утра Миша просыпается очень рано и готовит нам очень вкусный завтрак. Дальше Миша будет всех кушать, а потом дальше. Прям в подробностях, да? Дальше у нас после обеда начинаются разного рода занятия. Когда как, в один день у нас вокал, в один день у нас танцы. В общем, у нас очень хорошие преподаватели, очень хорошо преподают, мы идем на занятия. Потом у нас, опять же, иногда бывают выступления. Вообще вечером, да. дни проходят вообще по-разному. Да, нельзя сказать, что все одинаково. Идем на выступления иногда, иногда мы идем в студию, или иногда мы идем, не знаю, куда. По магазинам можно пойти. Все по-разному бывает, и дни, в принципе, очень насыщенные каждый день, и скучать не приходится. Вот, получается, тогда вы все вместе живете 24/7. Да. И как вы уживаетесь друг с другом? На самом деле В принципе, сложностей нет, не находим. А если у нас бывают и небольшие конфликты, мы это решаем все вместе, обсуждаем. И обычно таких больших ссор не бывает. Все бывает так спокойно, мирно. потому что на протяжении, наверное, 2 лет мы практически в Якутске тоже проводили все, даже свободное время, там, помимо выступлений, мы там собирались, не знаю, покушать, элементарно, там, сходить в кино, не знаю, проводили, в общем, досуг даже в Якутске, в том числе, проводили вместе время. И, может быть, это тоже помогло нам при переезде, когда большой мегаполис, Москва, незнакомые люди, и мы всегда друг друга как-то друг друга поддерживаем. Не знаю, у нас какая-то, по-моему, есть сплоченность. Скажите да, почему я один? А сколько тратите в месяц? Вообще по-разному. Скажу одно, в Москве, допустим, продукты, там, не знаю, одежда может быть дешевле, чем здесь, а в остальном там, не знаю, цены разнятся, я не знаю, в целом, если посчитать, то на 4 выйдет довольно-таки много. Это вообще у нас там самые, наверное, благоприятные условия для проживания и для работы, потому что у нас прям все есть, реально все есть, и занимаемся творчеством, любимым делом. Жаловаться ни на что не приходится, поэтому все круто. Проблем с финансами у нас нет, так что все хорошо. Москва действительно город возможностей? Да. Это реально определенно. так. Там очень много талантливых людей, вообще космических ребят, вообще, не знаю, нигде таких людей не встречал, и работать с ними одно удовольствие, и помогает всегда саморазвитию и так далее. Вы недавно начали вести YouTube-канал, и кто монтирует и на чем снимаете? Монтирует, опять же, Миша. Снимаем мы на какую камеру? Недавно мы купили, Sony RX100 Mark V, это такой маленький, блогерская камера для путешественников и так далее, и к нему мы купили стадикам, и все снимаем, ходим подряд, снимаем. Получается очень клево. Вы не потерялись в ритме большой столицы, в скорости, в амбициях, или наоборот, Москва вас заряжает? Знаете, в Москве очень быстрый темп вообще, даже просто в метро очень быстрый темп ходьбы людей. Кстати, мы ездим на метро. Очень быстрый темп жизни. Удобно. Поэтому волей-неволей сам тоже начинаешь также в этот темп входить, и, по-моему, это, наоборот, очень круто, быстро думать, быстро развиваться, быстро действовать.
Ну, самая главная цель это официальный старт. Это получается, мы выпускаем песню на все музыкальные площадки, iTunes, Яндекс Музыка. То есть наш проект Да. официально Да, стартует официально. в России, и дата выбрана не просто так. 24 октября у нас второй день рождения нашей группы. Да. И именно в этот символичный день мы хотели бы презентовать нашу группу. И надеемся на очень большую поддержку со стороны нашего народа, наших ребят. И ждем с нетерпением, сами очень сильно волнуемся. Откуда вы черпаете вдохновение и откуда столько любви в песнях? Ну, как вы знаете, песни нам пишет наш Семен Павлович, то есть именно темы, там, текст, все это его рук дело. И перед тем, как записаться, мы обязательно все это изучаем, каждую строку, каждое слово, о чем песня поется и так далее. И только так мы можем уже с уверенностью передавать вообще всю эмоцию этих песен. И благодаря этим занятиям мы и получаем то, что имеем. И когда смотрю в Инстаграме вот талантливых людей, которые поют там по страницам каверов и так далее, я не знаю, у меня какая-то некая зависть, что ли, даже появляется. Я хочу так же петь и так далее. И начинается- Белая зависть. Да, начинается все вот это, хочется дальше развиваться, работать. Вот, у меня именно так. Так, ну Миша, получается, вдохновляет людей, да? Да. А меня вдохновляет, может быть, вообще по-разному. Меня бывает в один день вдохновляет погода на улице элементарно. Там осень, все, не знаю, опадают листья и, может быть, не знаю, ну, все по-разному, по-разному. То же самое, что сказал Миша, скорее всего, потому что есть очень много людей, которые очень классно поют, очень классно подают на сцене, и вот уже начинаю тоже в белой зависти завидовать. И тоже хочется также петь, и начинаю брать свою гитару на руки и делать свое дело. Меня, наверное, вдохновляют артисты, определенные артисты, которые добились успеха. И, Самых низов. да, прям, которые добились таких больших успехов, и глядя на них, ты прям хочешь стать как они. Хорошо. Вот я соглашусь с Ваней. Меня вдохновил в детстве Майкл Джексон. Его движение, музыка, стиль, подача. Это, я думаю, эталон артиста. Вот, и все должны брать с него пример. Sulus bolan sandarıyan Kömüsüydün tunalıyım Irak, Irak Вы присутствовали на съемках клипа Димы Билана. И расскажите, как туда попали, удалось ли пообщаться с артистом и с кем из звезд вы бы хотели работать в будущем? Ну, как вы знаете, мы сейчас заключили контракт с московской компанией «Макфильм», и продюсером нашим стал Алексей Голубев. И вот, Алексей Голубев, он очень талантливый человек, он является режиссером-постановщиком разных артистов российской эстрады, то есть он снимает им клипы или делает им концерты, просто выступления и так далее. Он работал со всеми почти, я Да. не знаю, К примеру, там Дима Билан тот Да. же, Полина Гагарина. Олю Бузова, Егор Крид. Егор Крид. Ну, все вот эти вот, которые сейчас на топе, он с ними со всеми работает и работал. И в этот момент он как раз-таки снимал клипы Димы Билана, новый клип, и позвал нас на съемки, чтобы вообще посмотреть, как работают звезды со стороны, получить опыт, потому что нам тоже вскоре придется через это пройти, и вообще с ним пообщаться нам тоже удалось. Вот даже, Он спрашивал про Якутию. да, он очень удивился, даже обрадовался как-то, потому Да. что, ну, он думал, что мы, наверное, какие-то казахи или корейцы, а оказались из России, поэтому, наверное, удивление у него было. Ну, заценил наши песни, Да. сказал прикольно, хорошо, мелодично. Напутственные слова да. свои сказал. Вообще человек очень простой, открытый, не зазвездившийся точно. И, кстати, он высокий. Да, выше всех. Выше Да? всех нас, да. Да. И с кем еще вы хотели бы поработать? Вот с артистами, с российскими артистами. Не, ну помечтать, конечно, можно. Можно Ну-ка, ну-ка. с российскими, если... Ну, Полина Гагарина, она Да. вот прямо вообще крутая. Ну, хотел бы, наверное, с Егором Кридом. А, Почему нет? Болгерда. Имели честь выступать Да. с артистами, вот, с российскими артистами, это Алые паруса. В Питере. Лечу с тобой я в небеса Туда, где только ты и я И тут и там не Да, это фестиваль. или- Выпускников. Да, фестиваль выпускников. Их было там около... 80, вот представьте, мы выходим, сцена,
и перед тобой 80 тысяч человек. И Это конца не видно там вообще. Мгм. вообще просто олара акцент ураллар в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Да, В центре. Я буду переводить. Простые якутские ребята вышли на сцену и приняли, кстати, хорошо. Мы тогда спели перевод нашей песни «Сулус Булан». Да. Скоро выйдет, кстати, следите. Вообще И было... душа ушла в пятки. Да, я даже не помню, как да, не помню, как мы выступали. Я помню, как мы выходили, потом я помню, как мы уходили со сцены. Ну, Я это помню, было как круто. кричали. Это было очень круто вообще. Кстати, нереально. мы зрители видели только когда на сцену поднялись. Вот за кулисами там вообще не было видно. Сколько там народу, кто там стоит вообще. Вот когда мы вышли на сцену, там уже столько народу было, прям вообще жесть. Мгм. Это было непередаваемо. Следите за молодой якутской эстрадой типа Китша, Леон, Серга, который запел, и считаете ли вы их конкурентами? Не, ну- Мы, конечно, следим все равно за нашими якутскими ребятами. Мы практически с ними со всеми знакомы. Да, хорошо они все наши знакомы. друзья, поэтому мы к всем ним относимся очень хорошо. Их немало, на самом деле, сейчас очень Да. много новых артистов, Да. которые выходят, и только радует глаз. И нам очень приятно, что ребята на самом деле так много работают, стараются. И я сам раскрою небольшой, ну не секрет, тоже Мгм. помогаю в этом деле. Да. С недавних пор пишу песни, и пару ребят уже выпустили их на радио, вообще в сеть. И вот в будущем тоже думаю также дальше продолжать. И это очень круто. Ну, ваши будущие планы. Ну, планов очень много. В первую очередь, наверное, у нас съемки клипа. Вот когда мы вернемся в Москву, уже плотно начнем готовиться к съемкам. Дальше, 24-го наш старт. Вот к этому уже почти готовы. Скоро песня будет готова, так что это пока первостепенные планы наши. Вы смотрите якутские фильмы? Конечно. Да. Мы даже Да. в них снимались, в некоторых. Да, кстати, да. Так, сейчас мы будем играть, и игра именно так, на знание якутских фильмов. Ага. Я уже узнал. Я уже понял, что это за фильм. На счет 3? На счет 3. Даже- Раз, два, три. Айола. Да. Да. Это пистолет. Деньги. Деньги, книга, вода. Это, по-моему... Тут Где? девушка есть. Да. Значит, Это же мой убийца, по-моему. я не смотрел. Да? Это мой убийца. Ну, я так думаю. Мой вариант Это мой же убийца. русский фильм. Тут еще маленький. Не. Сосеры. Мгм. Да, вот, Сергей Лювар. Мгм. Вариант «Мой убийца». Да, Где? правильно. Эй! Я зал плакал. Ну то Кески. сразу. А. Кески. Да, правильно. Девушка, бабушка, дедушка, дом, корова, 7. Так. Вторая. Ну, это, видимо, его дочь. Видимо... Я не смотрел его дочь. и не Блин, бит смотрел да гидный «Костерный». горбадан, бон. Ну, так. Карель, я это трейлер не смотрел. Карель? Трейлер. Это Ну, точно Карель. не Карель. Это Карель точно Бота. не Карель. Костер на ветру, это, по-моему, что-то другое. Его дочь, по-моему. Ну, дочь. Ребенок, дедушка, бабушка, вот деревня, вот Костер на корова и ветру дом. это очень значит- это крутой фильм, но он очень драматичный, очень сложный фильм. А Скорее тут всего, они это- улыбаются. А там есть не улыбающийся смотри. Вчера порванный Ага. друг и... Это его дочь. Да, правильно. Первым делом, когда вот мы летели из Москвы в Якутск, я думал, что никто не придет в 5 утра. В 5 утра. Думал, что встретит только родители Вани, чьи-то друзья и родственники, Мгм. и мой друг тоже. И выхожу, получается, и там с плакатами дети стоят, Толпа вообще. толпа людей, и начинают кричать, стучаться, и я думаю, куда я попал, да? И там люди, которые с нами летели. В смысле, это кто? А потом там одна женщина, это наши звезды, типа, Boys Band, Snow Voice, говорит. Да, и начинают телефон доставать там, и начинают снимать нас вот так с того, да. Вообще не всякий, наверное, придет утром вообще даже Да. просто так встретить человека, да? А эти ребята делают это уже не в первый раз. Да, и после встречи им еще нужно было идти в школу, кому-то в универ и ехать. И Вообще, да, хотим мы- сказать спасибо. Очень, очень ценим и очень любим Мы вас. любим вас. Эй! Сулус болан сандариян Көмүстүйдүн туналыйым Ирак, Ирак
Ребята, я хочу, чтобы вы знали, что где бы мы ни были, какими бы мы ни были, мы всегда будем вас любить, вас помнить. И спасибо, что вы были с нами с самого начала. Никогда не болейте, никогда не унывайте, все будет хорошо. И мы вас очень сильно любим. Остубат тапталом, но луат түгеннери. Коронка. Раз қалар